Абдулла ибн Мубарак, отправляясь в хадж, он встретил некую женщину, которая подбирала мертвечину. Он сказал ей: о, сестра, это нельзя есть, это не дозволено. На что она отвечает: мне, говорит, дозволено. Я нищая женщина, мне нечего есть. Тогда Абдулла ибн Мубарак все свои средства, которые у него были, отдал этой женщине, оставив ту часть денег, чтобы вернуться обратно. И когда он вернулся домой, уже не совершив хадж в этот год, к нему приходили люди, приезжавшие с хаджа, и поздравляли его. Но он говорил: я не был в хадже. Они говорят: как это так? Ведь тебя мы видели возле Мекки, также мы видели тебя возле Мина, на местности Арафат. Ибн Мубарак был удивлен этим. Но потом он во сне увидел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который сказал ему: о, Абдулла, не удивляйся. За то, что ты помог находившемуся в беде человеку, Аллах, говорит, создал на тебя похожего ангела, который совершил хадж за тебя. Посмотрите, из-за того, что он помог, какой степени он удостоился. Также в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Вали ан амша ма ахин ли фи хаджатин ахаббу иляя мин ан а'такифа фи хадил масджиде». Yani масджид аль-Мадина, имеется в виду Шахра. Для меня, говорит, выйти и помочь своему брату в нужде наилюбимее, чем месяц находиться в и'тикафе в мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мечеть посланника Аллаха в Медине, в котором 1000-кратно увеличивается вознаграждение. Месяц находиться в и'тикафе, чем в этой мечети, говорит, выйти, говорит, и помочь своему брату по вере наилюбимее, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Щедрость бывает не только в деньгах, щедрость бывает в твоей работе. Чем щедрость бывает в твоих словах, в твоих поступках, в твоем помощи. Поэтому, дорогие братья, вы просто представьте, если вот эти две вещи будут присутствовать в умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, люди же увидят красоту ислама. Люди увидят красоту ислама. На самом деле, мы здесь собрались с вами из-за того, что в наших сердцах есть какая-то крупинка любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы все с вами говорим, что мы любим пророка, алейхиссалату вассалям. Но почему-то мы не стремимся делать то, к чему призывал и побуждал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот посмотрите, сколько нас сегодня здесь собралось. Это может быть 1/4 часть. Один раз в году, месяц бывает Рабиуль Ауаль. Мы не знаем, доживем ли мы до следующего года, такого же месяца, и удостоится ли нам быть теми людьми, которые будут восхвалять посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Должно быть что-то выше этого маджлиса. Если нету, я считаю это предательство. Я считаю это предательство. Если мы свою любовь даже не можем показать в таких маджлисах, как мы будем возле пророка, алейхиссалату вассалям? О какой любви идет речь? Вот асхабы, радиаллаху анхум, они доказали свою любовь. Они же любили по-настоящему пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Ихняя любовь отличается от нашей любви. Был такой сподвижник, я приведу любовь всего лишь одного сподвижника. Мы знаем, в Ухудском сражении цель курайшитов был благословенный пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Они хотели во что бы то ни стало добраться до его чистого тела. Но они не могли проникнуть сквозь ряды отважных и смелых сахабов, которые выходили и сражались на пути Всевышнего Аллаха и становились шахидами. Был момент, когда возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, не было никого, кроме Тальхата ибн Убайдуллаха. Он защищал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, с 4 сторон, отражая натиск врагов. Не обращая на свои тяжелые раны, он думал только об одном, о том, как спасти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И когда к нему на помощь побежал Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, Саад ибн Вакас, Абу Тальха, из-за многочисленных ран и потери крови падает в обморок. Затем Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, побрызгав на него воду, придя в себя, Тальха сказал: что с пророком? Каково состояние посланника Аллаха? А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, знал о сильной любви Тальхи. И чтобы он не беспокоился, он наклонился к нему, чтобы он его увидел и успокоился. Увидев его, Тальха сказал: о, если ты, о посланник Аллаха, жив, другие боли и мучения для меня не помеха. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, прижал его к своей груди и взмолился Всевышнему Аллаху:
чтобы он дал ему исцеление. И все стали свидетелями о чуде, которое свершилось пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Альха стал, как будто не было ничего, и дальше начал сражаться с врагами Всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в этот день, кроме ангела Джабраиля, алейхиссалям, с правой стороны и Альхи с левой стороны, никто ко мне не был так близок. Затем он сказал: если вы хотите увидеть живого человека, который попадет в рай, то посмотрите на Альху ибн Убайдуллаха. Все в этот день хотели добраться до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Малик ибн Духайр, будучи неверным, будучи метким стрелком, тоже искал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Увидев его, он прицелился, выстрелил. Стреля летела прямо в голову посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Заметив это, Альха прикрыл самую благословенную, самую прекрасную голову посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, своей рукой. Стрела вонзилась ему в руку, сломала кость, поранила вену. Посмотрел на него посланник Аллаха, сказал: от Альха, если бы ты сказал бисмиллях, ангелы подняли бы тебя на небо. Это всего лишь любовь одного сподвижника. А сколько таких было, уважаемые братья? Как они любили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, потому что они понимали, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Они знали, что он пришел с истиной, что спасение только следование за ним. Но мы с вами не можем это понять. Вы задумайтесь, через что прошел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы довести до нас религию Всевышнего Аллаха. Вспомните, когда на его благородную шею ставили нечистоты, когда он пошел в Таиф призывать людей, они натравили на него умалишенных детей, которые бросали в него камни, его благородные ноги кровоточились. Вспомните, когда он сам собственноручно хоронил сподвижников, когда перед ним лежали сахабы, изувеченные. У кого-то из них не было носов, у кого-то не было ушей, ног, рук. Он сказал: клянусь Аллахом, я буду свидетельствовать перед Всевышним Аллахом, буду заступаться перед Всевышним Аллахом, чтобы Он одарил раем за тех, которые жертвовали собой ради религии Всевышнего Аллаха, ради Его истинного пути. Не смывайте с них кровь, хороните как есть. Ибо в судный день они придут на поле Махшар, истекая кровью, и их кровь будет настоящей и благоухающей. Затем он заметил, что нету дяди Хамзы. Он забеспокоился. Затем он увидел своего дядю. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, увидел своего дядю, он еле удержался на ногах. Его благородный нос и уши, и многие органы отсутствовали. Живот был разрезан. Его внутренние органы находились наружу. Тогда он сказал: о Хамза, никто никогда не потерпел до такой степени жестокости, как ты. О дядя посланника Аллаха, о лев Аллаха и его посланника, о благородный Хамза, о защитник пророка, да будет милостив тебе Всевышний Аллах. Это всего лишь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Асхабы, радиаллаху анху, табиуны, табиуны, халафы, салафы, ученые уламаи, имам Шамиль, наши нынешние ученые-алимы, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы до нас с вами довести религию Всевышнего Аллаха. Они жертвовали самым дорогим, что есть у них, своей жизнью. И вот здесь все мы должны с вами задаться вопросом, что мы с вами делаем, чтобы сохранить эту религию Всевышнего Аллаха. Вы думаете, за это будут отвечать ученые-алимы? Это ответственность аль-амру биль-ма'руф ва нахью аниль мункар ложится только на имамов. Каждый из нас будет отвечать перед Всевышним Аллахом. Каждый человек. Поэтому, дорогие братья, мы должны ценить то, что довели до нас. Наша любовь должна быть настоящей, ведь в хадисе сказано: «Аль-мар'у ма'а ман ахаб». Человек будет с тем, кого он любит. Поэтому наша любовь, которую сегодня мы с вами видим, она не настолько значительна, чтобы оказаться среди этих великих людей, которые сегодня согревают сердца миллионов людей. Пусть Всевышний Аллах, субхану ва тааля, даст нам тауфика, даст нам силы достойно прожить этот маленький отрезок на этой планете Земля. На самом деле эта жизнь настолько скоротечна и коротка, что мы с вами даже не знаем, наступит ли для нас с вами завтрашний день. Сможем ли мы с вами завтра так же дышать, как и вчера, с полной грудью? Об этом знает только Всевышний Аллах. Поэтому мы должны быть благодарны каждому дню, который Аллах Та'аля нам с вами дал. И сегодня этому дню. Посмотрите, сколько мы с вами живем. Нашу жизнь можно разделить на 3 этапа. Вечная, земная и загробная. Где мы больше находимся? Вечность — это понятно. В земле мы бываем больше, чем на этой планете Земля. Здесь мы живем 60-70 лет. Если человек доживает до 100 лет, туда приходят репортеры, снимают его и говорят: посмотрите, долгожитель нашего села. Вот так человек долго не живет.
Но когда обращаешь внимание на то состояние рабов Всевышнего Аллаха, для этой жизни мы делаем больше, чем для земной и вечной. Аллах нам разум дал. Давайте же будем разумными людьми. Научимся выбирать вечное, нежели чем временное. Пусть Аллах даст нам тавфик в этом. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.